очень много нового и интересного об обычаях и традициях кабардинцев и балкарцев, связанных со свадьбой и национальной пищей. Для начала мы наведем справку, что же такое вообще традиция, или же что же такое обычай. Если мы будем спрашивать каждого из вас, у каждого будет свое определенное мнение, потому что нет определенно сложившегося выражения, что же такое традиция. Но в словаре большом энциклопедическом написано, что традиция – это от латинского слова «традиция». Предание обычай, то есть множество представлений, обрядов и привычек и навыков практической и общественной деятельности людей, передаваемых из поколения в поколение. Что же это означает? Это означает все, что мы знаем от наших предков, бабушек, прабабушек, дедушек и вообще той местности, где мы проживаем, мы это все перенимаем, и это все называется традицией. И наш сегодняшний урок будет посвящен традициям и обычаям кабардинцев и балкарцев, но мы возьмем узкую традицию, которая будет связана со свадьбой и национальной пищей. Возможность общения о новонародных празднествах, танцах, состязаниях способствовали свободе выбора жениха и невесты. Заручившись согласием девушки, жених через своих родственников сообщал родителям о своем выборе. Во многих случаях невесту для сына находили родители через родственников, знакомых, искали справки о ее роде, о ее родителях, об их имущественном положении, ее воспитанности, способностях. Но если полученные сведения удовлетворяли их интересы, они сообщали об этом сыну, который, несомненно, считался с мнением родителей. Молодой человек различными путями добивался встречи с ней, знакомился. Нередко он со своими друзьями ездил в селение, где она жила, и у знакомого шли родственника, виделся с девушкой. После того, как молодой человек виделся с этой девушкой, и ему понравилась эта девушка, он об этом оповещал своих родителей. Если родители жениха были согласны с выбором своего сына, они давали знак родителям и родственникам невесты. Но не каждый парень мог выбирать любую девушку, которая ему нравится. С древних времен идет такая традиция, что каждый из людей может выбирать только того человека, кто принадлежит к нему по сословию. Если это был богатый феодал или вор, таудик, как у нас называется, он мог выбрать только ту девушку, которая принадлежит той же категории. А если это был обычный крестьянин, то он должен был выбрать крестьянку. Но в чем же было отличие? Феодалы и ворки, они могли выбирать из соседних народов себе невесту. А выбирали они из соседних народов в связи с политическими и экономическими продвижениями и возможностями своего народа. Потому что если они брали из соседнего народа, то у них были все шансы для того, чтобы у них появился союзник. А когда женился обычный крестьянин, он выбирал более труженицу, которая могла бы работать и в огороде, которая могла бы и доить коров, и могла бы быть хорошей хозяйкой. Но кроме этого, еще большое значение играл Колым. Колым, он и существует и сейчас, но были некоторые отличия того времени и нынешнего. В то время Колым считался более сложным. И его давали, сумма Колыма зависела от того, смотря к какой категории принадлежит данная невеста. Но после того, как выбрали невесту, заключили с ними договор, сторона невесты, они ждали гостей. И со стороны жениха приходили к ним гости, ближайшие родственники жениха. Это были дяди, братья двоюродные или же лучшие друзья. А сейчас мы вам покажем сценку, когда ближайшие родственники жениха идут в дом невесты.
Здравствуйте. Да, дальняя дорога до вас. Такие дороги у вас. Смотрели вчера бой? Как вам? Не понравилось? Кого болезнь? Мы даже чуть не совпали. Ну так мы приехали к вам по делу. Мы хотели вам сказать, как вы отреагируете на то, что ваша дочка станет нашей. Если молодые не против, то тоже не против. Ну, тогда давайте назначать день, дату свадьбы. Когда вам удобно? Ну, нам лучше. 14 декабря. Да. Тогда спасибо. Он интересный, начинается приготовление и украшает дом, оповещает родственников, готовит пищу, наступает день свадьбы. Киокеле. Ana degen dileği tapsın, ana demegen dileği tapsın. Size gelgen kızçıkta ana olsun, size gelgen de ata olsun. Size gelgen oğulaya salsın, size gelgen oğulaya koysun. Ya Allah bu ekser bir ya Allah olsunlar, olsunlar, Allah olsunlar. Karanlıklar, tırak olsunlar, aksanda diyak olsunlar. Allah kalan geçmeyin, bu anca alan geçmeyin. Çepişmeye korkmayın, verip birine uçmayın. Sütleyen koyduğun konuşmalar oynasınlar. Ya Allah, size gelgen kiyevini belirlenen şeysiz getirip olsun. Anasını belirlenen ürgüsü olsun. Tutukları gök olsun. Görev eteğine göre arkasına tağıl. Zırtılık da tağılmadan olmak nasıl olsun. İkinci raf olsun. Dördüncü yağa baş olsun. Sekizincisi koyucu olsun. Dokuzuncusu var. Kız silgünçleri olmak koyucu olsun. Bu arabada bölümde kirgen diye olsun. Cavlığa kirgen gelin olsun. Cavlığa kirgen sevgi olsun. Bu üye falan jetmesin. Bu üye kuanç jetmesin. Ergin en de bu ayaklarınadır. نوبة دي مجرد سبيشا الحق قدرة كبيرة يفسمها قدرة اليوم سبي قد يا بسوري اختمام يا بسوري عليكم قدرة غازة جحيش Закусить.
Выпала ее никуда не отобучит. Gelene alıp geliriz, çok veririz. Mani o saylan kız, mar görürüz. Olan biz çayımız, aldığımızda. Almış ayak, tuttururuz, oğlumuzda. Сестра поет, я не Давай. Как открыли лицо невесты, мама жениха должна дать своей молодой невестке ложку меда, для того, чтобы ее жизнь была такой же сладкой, как этот мед.
Как угостили медом, мы узнали один секрет, который практически никто не знает. Вот с невестки снимали сейчас платки. Вот на каждой свадьбе снимают эти платки, но практически никто не знает, что же означает каждый из этих платков. Нам это было очень трудно выяснить, и узнали мы от очень старой бабушки в селении Басинги. Первый платок, который снимается с головы, это означает, что невестка становится открытой для села, как невестка этого рода. Второй платок, который снимают с головы, невестка становится открытой для соседей этого рода, этой семьи. Третий платок, который снимают с головы, это невестка рода данной семьи означает. Такая же чистая и такая же белая. Платки, которые снимают с ее рук, означает, что она должна быть хозяйкой в этой семье, и она должна уметь делать все. А платок, который снимают с пояса, означает целомудренность этой девушки. Вот каждый платок имеет такую свою символику и такое значение. А теперь будем уводить невесту. Все мы знаем, что невеста должна уходить спиной. Лицом к старейшинам. Подходит к концу. Но на свадьбе у нас есть национальная пища. Если вы посмотрите на свои столы, там вы увидите национальную пищу. Перед старейшиной у нас стоит голова барашка. Голова барашка, она делилась на несколько частей. Самому старейшину ставили правую. Сторона головы, левая. Где она? Вот она. Левая. Это правая. Это правая? Вон она левая, да? Вот левая. Подавала старейшим мужчинам. А мужчина, самый старший, за столом, который сидел, делил его уже, он уже знал, кому ухо, кому глаз, кому что. Уже я там объяснить не смогу, но они знают, и сегодня кто это делит и раздает. Вот это одна сторона должна была хватить всем, которые сидели за этим столом, по кусочку каждому. Женщинам, старейшего женщинам рода отправляли вот эту часть, где язык, да, скулы и язык. Ну, может, из-за того, что женщины любят почесать языками, и этот кусочек тоже, вот этот кусочек тоже должны были разделить между всеми женщинами. А правую сторону головы оставалась правая сторона дома хозяину этого дома. Если там дед старый, то ему. Если отец, то самый старший в доме, то отцу. Напиток, который называется айран. Кроме айрана есть у нас еще другой национальный напиток, который называется боза. Кроме национальных напитков у нас есть еще национальная пища, которая не делается у других наций, а делается только на Северном Кавказе, называется жюрме. Ну, конечно же, никакая свадьба не обходится без кавказских чинов. Кроме того, у нас есть вареное мясо баранина и еще тузук, с которым ее едят. Соус, да? Соус. А еще у нас есть хворост, который многие называют, а по-нашему это называется чпот. И лакмык. Это пища, которая к нам пришла из 10-й взвод. Вот у нас сегодня прошел. Многие из нас с вами бывали на многих свадьбах. Скажите, пожалуйста, увидели ли вы какое-нибудь отличие от других свадеб? Нет. Как нет? Что? Как нет? Как нет? А мы сидим горько? Да? Нет. От русской свадьбы отличается.
Драки нету. Не надо. Драки нету. Драки нету. Там тоже есть русских Русских свадьбах поют правильно.